Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, а это значит, что сегодня речь опять пойдет о варганах. И сегодня я на ваших глазах распакую вот эту интереснейшую посылку из Якутии, которую довольно давно ждал, и в которой мне пришли замечательные хомусы «Северный узор». Я думаю, знатоки обязательно узнают имя мастера, потому что хомус этот невозможно спутать ни с чем другим. И для меня эта посылка особенно важна, потому что лично я, как музыкант, очень люблю варганы этого изготовителя. В частности, не так давно у меня вышел мой новый сингл «Огненное море». Я оставлю на него ссылку обязательно. Его вы можете послушать на всех мировых площадках. Купить на iTunes, послушать ВКонтакте бесплатно, послушать на других сервисах. Вот. И надо отметить, что заглавную тему мелодии я сыграл именно на таком варгане, вот на таком, который сегодня распакую. Вот, пожалуйста, вскрыл коробку и обнаружил там 1, 2, 3 инструмента. Беру первый попавшийся, вот он, и на ваших глазах демонстрирую. Вот, пожалуйста, наведем резкость. Так, обратите внимание, хомус поставляется в деревянном футляре такого очень интересного красноватого цвета. Футляры бывают разных цветов. На превью может быть футляр другого цвета. Но в целом вот он имеет такую интересную форму. Футляр снабжен довольно прочным шнуром паракордовым. Его можно вот так классно повесить на шею и носить с собой в поход, в горы, куда угодно. Меня же интересует непосредственно варган. Берем, распаковываем. Ага. Вот, замечательно. Внутри мы обнаружили вот такой интересный хомус. Классическая якутская форма. Кругленькое кольцо. Деки, сходящиеся на конус. Размеры его 4 сантиметра в ширину у кольца, 9,5 сантиметров в длину и толщина в самой большой, самой толстой части дек, где они расширяются, примерно 7 миллиметров. Ага, отлично. Высота кольца. Прошу прощения, высота коленца по-якутски довольно высокая. Ну, пусть будет 2,2 сантиметра. Отлично. Колечко аккуратное, маленькое, закручено в улитку, без каких-либо утяжелителей. Чем мне нравятся именно вот эти хомусы?
Так вот, именно эти хомусы нравятся мне своим корпусом и его эргономикой. Это уже не первая моя распаковка хомусов вот такого формата. Хомусы вот с такой рамой были несколько тяжелее. Также у этого мастера были хомусы, скажем так, другого форм-фактора, более легкие, с более изящной рамой, но без вот этого орнамента. Я так понимаю, вот эта уже финальная модель представляет собой некий компромисс между первыми его инструментами и между вторым вариантом, который непосредственно был тяжелее. Отличительная особенность рамы в том, что здесь на оборотной стороне есть вот такой довольно затейливый орнамент. Поэтому хомус называется северный узор. И на фоне большинства других якутских инструментов вот этот хомус отличает такая масса и довольно эргономичная рама. Лично, на мой вкус, вот из всех хомусов, которые у меня есть в ассортименте, вот этот за счет своей более весомой рамы кажется мне удобнее. Давайте попробуем звук. Если играть в медленной якутской традиции, хомус очень послушен. Давайте попробуем немножко разогнать на двусторонний бой.
Мне очень нравится. Незамедлительно перехожу к следующему. Не забывайте протирать хомусы после игры. Все-таки кованая сталь имеет свойство ржаветь. Относитесь к своим хомусам бережно, и они отплатят вам долгим сроком службы, чистыми обертонами и эстетичным внешним видом. Следующий. Аналогичный.
Нет вопросов. Следующий. Третий, заключительный на сегодня. А затем мое мнение о каждом из хомусов. Так, поехали. Очень сложно остановиться, когда играешь на хорошем хомусе. Ставь палец вверх за мою импровизацию.
А теперь мое мнение по поводу 3 хомусов «Северный узор». Вот когда берешь в руки этот хомус и начинаешь на нем играть, складывается такое стойкое ощущение, как будто встретил очень такого близкого, дорогого друга, с которым ты давно знаком, которого досконально знаешь, и общение с которым для тебя очень-очень легко протекает. Так вот, игра на таком хомусе, она вот схожа с этим процессом. Все 3 хомуса по звуку были разные. Я, честно, вот так на слух не могу определить ноту, но она будет в описании к каждому. И вот первый хомус мне показался таким усредненным. Он был прекрасен и в традиционной якутской технике хорошо раскрывался, и на двустороннем бое замечательно послушно себя вел. Мне хотелось играть на нем в умеренном темпе. Второй хомус, по моим ощущениям, на слух был более басовый. У него более такой жесткий язычок и разница где-то вниз, может быть, на полтона, на тон. И вот эта разница, казалось бы, небольшая, она очень четко определила вот стилистику игры, в которой мне хотелось на нем играть. Больше каких-то ритмических импровизаций, больше опоры на нижний регистр, да, какие-то смелые ходы с дыханием, вибрато, диафрагма и вибрато на горле и так далее. То есть такая бас-гитарка джазовая, на которой очень интересно было именно импровизировать с ритмом. Третий показался мне самым мелодичным. То есть он по эмпирическим ощущениям был самый высокий. У него в голосе слышался такой явный, красивый верхний обертон, на котором хотелось сконцентрироваться и играть медленно, и вот выделять его на фоне общей тембральной картины. И, как мне показалось, был такой легкий фоновый, я бы не назвал это шумом, я люблю слово бархатистость. Так вот, был такой легкий, красивый призвук, свойственный для именно якутских хомусов. Скорее всего, причина была в коленце. Но он звучал до того приятно, до того гармонично и очень гармонично вписывался в общую картину, что он меня совсем не смущал, а мне наоборот хотелось его подчеркивать за счет дыхания, за счет других каких-то приемов. В этом, кстати, фишка вот этих слегка трескучих якутских хомусов и их отличие от инструментов массового производства. Вот в органах заводского производства тоже есть вот этот характерный, я называю его уральский треск, потому что варганы одного известного уральского мастера этим треском грешат. Кому-то он нравится. Но этот треск звучит там, скажем так, перманентно. Это как гитара, на которой включили такой мощный дисторшн и забыли выключить. А у якутских хомусов тоже присутствуют некие призвуки, некая бархатистость. В каких-то больше, в каких-то меньше. Но они звучат непосредственно где-то на фоне. И вот самые музыкальные звуки, они звучат на переднем плане, то есть вот эти мелодические певучие обертоны. Поэтому, собственно, якутские хомусы называют певучими, потому что они поют. И в отличие вот от массовых инструментов, вот у якутских хомусов я могу вот этой трескучестью, вот этим дополнительным украшением звука управлять, то есть использовать его именно для окраса своей мелодии дополнительными вот этими якутскими нюансами. Обожаю говорить о хомусах и о варганах. Могу бесконечно о них разговаривать. Так вот, вся вот это справедливо для хомуса «Северный узор». У него есть такой особый нордический характер, вот эта певучесть, музыкальность и легкий вот
фоновый призвук, вот эта красивая бархатистость. За это я и люблю эти инструменты и сам на них играю. То есть у них есть где разгуляться тембрально. Звук, в отличие, допустим, от мелодических инструментов, он имеет такое красивое расслоение, и тебе нравится им управлять. И это красиво звучит и в записи, и красиво звучит вот при сольном исполнении, и в голове у органиста это красиво звучит. Что касается играбельных, да, динамических качеств органа, как то баланс, мягкость, жесткость язычка, отзывчивость к дыханию, здесь все на очень хорошем уровне. Я не могу ругать этот инструмент, потому что сам играю на хамусе этого мастера. У меня есть в личном пользовании один такой. И мне здесь все очень знакомо и очень привычно. Язычок такой оптимальной средней жесткости, которая варьируется, тем не менее, от модели к модели. И здесь на самом деле сложно спрогнозировать. Может быть, язычок жесткий, а варган при этом довольно низкий. Или вот у последнего язычок такой более мягкий, а при этом хамус был более высокий. И здесь в случае с якутскими хамусами это всегда такая лотерея. Какие-то помягче, какие-то пожестче. Вот. Но все в пределах такой нормы и в пределах управляемости. Я не слышал, чтобы у меня хамус цокнул о деки во время игры. И это говорит о хорошем балансе язычка. А я играл по-всякому. И по-якутски, и по-европейски. И на всех вот этих стилях хамус вел себя достойно. Более того, на своем личном инструменте я играл композицию с темпом 108 ударов в минуту, где я использовал разного рода триоли, да, тройные удары. И там скорость, получается, суммарная скорость 108 на 3 умножить 332 удара в минуту держит хамус. Для любителей быстрой вот игры, всякого рода там берсерков, да, вот двусторонний бой, вот эта моделька очень хорошо подходит. Ровно так же она подходит и для любителей играть медленно, вдумчиво, потому что здесь есть приятный красивый сустейн, который изумительно реагирует на дыхание. Его можно усиливать, его можно сводить на нет, резко прекращая дыхание. И данный хамус действительно такая универсальная рабочая лошадка. Вот. И именно потому, что я так люблю эти инструменты, до конца этого года я объявляю на них новогоднюю скидку. Поэтому ссылка для заказа будет в описании. В наличии 1, 2, 3 прекрасных инструмента. Срок до 1 января следующего года. Успевайте заказывать по ссылке в описании. А на сегодня все. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Вот такая была интересная распаковка. Сегодня рассказал очень много из личного опыта. Надеюсь, вам было интересно меня слушать. Если вам в распаковках интересно слушать вот подобные личные истории о том, как я записываю музыку, на каких инструментах я играю, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. А я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк под видео или дизлайк. Что хотите, то и ставьте. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы видеть больше распаковок. По секрету скажу, у меня в запаснике сейчас еще 4 посылки от разных мастеров. И до конца года я планирую все их благополучно вскрыть и записать. Поэтому следите за контентом. С вами был Максим Тамонов. Всем пока. Берегите себя, играйте на хороших варганах. До новых встреч в эфире.